В Белград прибыл албанский премьер-министр Эди Рама. Это первый за 68 лет официальный визит в Сербию руководителя Албании. И начался он непросто. На пресс-конференции после церемонии встречи Рама призвал Сербию признать независимость Косово. В ответ премьер-министр Сербии Александр Вучич назвал это заявление провокацией. Визит должен был состояться еще в конце октября, однако его пришлось перенести после беспорядков на футбольном матче между командами двух стран. 3 человека были ранены в результате взрыва возле университета имени Бурхануддина Раббани в Кабуле. Он прогремел в тот же день, когда теракты по всей территории Афганистана унесли жизни 10 полицейских и 1 гражданского лица. Атаки талибов в стране участились в связи с предстоящим в конце года выводом из Афганистана войск международной коалиции. На востоке Украины ужесточились вооруженные столкновения. 8 ноября проправительственные подразделения попали под обстрел со стороны позиций сепаратистов в городе Волноваха в 60 километрах к югу от Донецка. В ответ они нанесли ракетные удары, заявив, что разрушили огневые позиции сепаратистов, не понеся при этом потерь. В самом Донецке на фоне сильных разрушений появились сообщения о подкреплении сепаратистам в виде тяжелого вооружения и бронетехники. Министр иностранных дел Германии Франк Штайнмайер, находящийся с визитом в Казахстане, заявил, что ситуация на Украине вновь осложнилась. В ходе визита в Астану Штайнмайер открыл в Национальной библиотеке фотовыставку, посвященную 25-летию падения Берлинской стены. Он подчеркнул значимость Казахстана как связующего звена между Европой и Восточной Азией. В столице Азербайджана Баку тысячи людей вышли 9 ноября на улицы, требуя освобождения политзаключенных, а также завершения 11-летнего правления президента Ильхама Алиева. Полиция в ответ обесточила громкоговорители протестующих.